Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, хаумалдуттар. Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Комитета Башкирского национального движения за рубежом. Мы продолжаем обсуждать проект будущего независимого Башкортостана. И сегодня мы будем говорить о будущих вооруженных силах независимого Башкортостана. Конечно же, как и у любого независимого государства, и у Республики Башкортостан точно так же будут свои вооруженные силы, своя армия. Итак, какими же мы видим будущие вооруженные силы Республики Башкортостан? В Республике Башкортостан будут созданы свои собственные вооруженные силы, формируемые из граждан республики, достигших призывного возраста 20 лет. Итак, и здесь отсюда понятно, что у нас будет призывная армия. На первое время придется так, потому что первое время Республика Башкортостан будет не такая богатая, чтобы делать какую-то наемническую армию, по контракту, чтобы служили. Это будут призывного возраста, потому что мы хотим также, чтобы все граждане Республики Башкортостан умели в руках держать оружие и умели пользоваться им. И чтобы они в будущем могли призываться в случае какой-либо агрессии по отношению к нашей республике. Так, формируемые из граждан республики, достигших призывного возраста 20 лет. Почему 20 лет? Ну, мы считаем, что 18 лет это еще слишком рано для молодого человека. Человек еще не сформирован и физически, и, скажем так, морально, и духовно не сформирован для того, чтобы вот уже служить как бы полноценно в вооруженных силах. А вот в 20 лет это уже как раз тот возраст, когда человек полностью сформирован и готов отдать долг своей республике, своему государству. Вооруженный долг, да? Итак, срок службы в армии составляет 2 года. Тоже, почему 2 года? Ну, мы советовались со специалистами, они говорят, что вот год это слишком мало, так как военное дело усовершенствуется с каждым разом. Сложнее становится наука военная, появляются новые какие-либо виды вооруженных сил, ну вот, допустим, сейчас дроны, да, то есть это тоже уже отдельная целая наука, когда нужно обучать, готовить специалистов. Специалисты по подавлению дронов, да, РЭП, вот это вот радиоэлектронная борьба, то есть тоже нужны специалисты, которые должны пройти обучение соответствующее. Так вот, 2 года, как раз 2, ну, возможно, 1,5, это как раз тот срок, когда они смогут полностью овладеть такой своей профессией и будут специалисты, готовые специалисты. Ну, мы знаем, что в вооруженных силах Российской Федерации, почему вот эта армия, распиаренная армия, там, которая говорят, вторая армия мира, на самом деле оказалась неэффективной. Ну, потому что солдат там на самом деле не обучают военному делу, а солдаты там целыми годами, там, по 2 года, да, то есть по 1,5 года, они держат в руках лопаты, метла, их используют как дешевую рабочую силу на стройках и так далее. Все. Мы же собираемся все то время, когда будет молодой человек в армии, чтобы он полностью посвящал себя военному делу. Итак, вот поэтому 2 года. Отслуживший в армии гражданин Республики Башкортостан имеет право на свободное приобретение, владение и хранение оружия и становится в резервный запас вооруженных сил Республики Башкортостан. Здесь тоже очень важно, надо подчеркнуть, дело в том, что сама Республика Башкортостан это не такая многочисленная, то есть 4 миллиона, а учитывая, что после обретения независимости, возможно, многие уедут, те, кто будет не согласны с независимостью Республики Башкортостан. Ну, какая-то часть башкир, конечно же, приедет в республику, которая сейчас живет за пределами, но очень много, скорее всего, русского населения уедет. В любом случае, скорее всего, население уменьшится как на первое время. Достигнет, может быть, там 3 миллионов. Но этого недостаточно для того, чтобы сформировать хорошие, сильные вооруженные силы. Поэтому будет армия, да, вот армия, состоящая из призывников, а также в случае, если какая-либо будет военная агрессия в отношении Республики Башкортостан,
тут же призывники, то есть резервный запас, которые отслужили, которые овладели военными профессиями, они будут призваны для того, чтобы защищать Родину. Но вот это применяется, допустим, в Швейцарии, это применяется в Израиле, так что мы считаем, что это очень будет эффективно для Республики Башкортостан. Также вот здесь надо отметить, мы вот здесь упомянули о том, что каждый отслуживший в армии гражданин Республики Башкортостан будет иметь право на свободное приобретение, владение и хранение оружия. Мы собираемся разрешить приобретение, покупать оружие, хранить его у себя, огнестрельное боевое оружие. Это очень важно, потому что башкиры вообще всегда раньше имели оружие. Это русская власть нам потом запретила иметь оружие, запретила иметь кузницы свои. Вот. А раньше башкиры всегда были вооружены, всегда и могли за себя постоять. Поэтому мы считаем, что очень важно, чтобы у башкир вновь вернулось вот это право на ношение оружия. И мы не видим здесь какой-то опасности в том, что башкир начнет применять, потому что все-таки у нас, у башкир религия ислам, она с каждым разом все, скажем так, сильнее и сильнее становится среди Республики Башкортостан и среди башкир, татар в том числе. И я думаю, что обычно кто применяет оружие? Психически неуравновешенные люди, люди в алкогольном опьянении, да, вот, которые сегодня с СВО вернувшиеся вот эти вот вояки. А если у нас в Республике Башкортостан будет нормальное цивилизованное государство, где гражданину будут относиться с уважением, и каждый человек будет иметь право носить оружие, защищать себя. В первую очередь мы это делаем не для того, чтобы самого себя обезопасить, а для того, чтобы граждане Республики Башкортостан могли, если вдруг власть будет, скажем так, захвачена тем или иным диктатором, что вполне может быть, в истории это очень часто это бывает, так вот, чтобы граждане могли снести этого диктатора, и там, если он будет прикрываться какими-то вооруженными силами, чтобы граждане могли дать отпор с оружием в руках и снести этого диктатора. Поэтому башкиры будут иметь право, еще раз говорю, приобретать свободно, оружие будет в свободной продаже. Ну, конечно, то есть ты должен будешь пройти определенные там процедуры, там, да, психиатра, нарколога, не состоять на учете нигде, там, раньше, чтобы ты не привлекался за какие-то там тяжкие преступления. Нормальный человек может свободно будет носить и приобретать оружие и хранить у себя. Это мы считаем очень важным. Дальше, по поводу по поводу союзов, военных союзов. Республика Башкортостан, конечно же, нуждается в военных союзах. Дело в том, что мы окружены с трех сторон русскими государствами, будем окружены русскими территориями. То есть это, конечно же, башкирские территории, но на сегодняшний момент они все, скажем так, заселены русским населением. Мы, конечно, будем стараться со всеми жить мирно, дружно, торговать и так далее. Но мы понимаем, что все может быть в этой жизни. Сегодня ты союзник, сегодня ты как бы друг, завтра все может измениться, и к власти там в условных Уральской республике придет какой-либо там очередной Стрелков-Гиркин, который будет говорить, что мы русские, с нами Бог, русский мир и так далее, Третий Рим, и начнет какую-либо там экспансию, да, на башкирские земли. Поэтому, чтобы себя обезопасить, мы будем входить, стараться в военные союзы. И в первую очередь, конечно же, военный союз со странами Центральной Азии. Военный союз НАТО, скорее всего, у нас и не возьмут, но и далеко это. А вот военный союз со странами Центральной Азии, с Организацией тюркских государств, куда Республика Башкортостан обязательно войдет, так вот, военный союз с ними будет необходим. Особенно в первую очередь с Казахстаном или Узбекистаном также, с Турцией и так далее.
И, конечно же, военный союз с государствами, которые появятся, новые государства Поволжья. Это Татарстан, это Чувашия, это Мариэл, Эрзия, Эрзян-Мастер, Удмуртия и так далее. То есть, конечно, у нас должен быть свой союз, чтобы в случае агрессии мы могли помочь друг другу отразить эту военную агрессию. Вот такие мы видим вооруженные наши будущие силы. Как я сказал, у Республики Башкортостан будут обязательно свои вооруженные силы. И это для нас не ново. Кто знает историю Республики Башкортостан, историю башкирского народа. Башкирский народ – это народ воинов. У нас была своя армия. И когда, скажем, у нас была кантонная система, казачья система, башкиры были казаки, у нас было несколько кантонов военных, где башкиры несли военную службу. Военный образ жизни, можно сказать, был. И в 17 году, когда развалилась Российская империя и образовалась Республика Башкортостан во главе с Ахмед Заки Валиди, то у нас тоже была своя башкирская армия. Они в первую очередь создали свои вооруженные силы. Вооруженные силы тогда достигали численности до 15 тысяч человек. Тоже были разного рода полки. Это не считая милиции на тот момент. Вооруженные силы были у Республики Башкортостан. Так вот, поэтому еще раз говорю, что для башкир иметь свои вооруженные силы это не ново. И мы возродим вновь свои вооруженные силы, свою армию башкирскую, которая будет защищать Республику Башкортостан, ее граждан. Конечно, мы не собираемся ни с кем воевать, ни на кого нападать. Вооруженные силы наши будут иметь строго оборонительный характер. На этом все. Пишите в комментариях, будем обсуждать. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Постараюсь ответить. На этом все. Хау булават.